Я хочу сказать, что если вот так копнуть поглубже, в Коми, в нашей республике, нет ни одного уголка, где бы не работали студенческие отряды. Вот сейчас уже и деревень этих нету, и лесопунктов этих нету, где это. Но пример тому, вот здесь на плакате у меня фотография дома в Микуне. Стоит на улице Пионерской дом. На нем выложено кирпичом, на сером кирпиче силикатном, красным обожженным кирпичом ССО «Апогей». «Апогей» — это студенческий отряд Харьковского авиационного института. За лето построил двухэтажный жилой дом, который стоит и до сих пор. Или возьмем Ижму. Взлетно-посадочная полоса знаменитая, на которой в 2010 году сел аварийный Ту-154. Вот эту полосу строили отряды «Прометей» и «Альтаир» Ухтинского индустриального института. Они ее строили методом непрерывной заливки, то есть полосы заливались круглосуточно. Нельзя было, заливались площадками, которые назывались картами. Вот нельзя было дать застыть одной карте, не залив, чтобы до того, как будет залита другая. То есть процесс был непрерывный. И ребята участвовали во всех технологических циклах. То есть они сами производили бетон на РБУ, сами, хоть и это было запрещено, доставляли этот бетон от РБУ до взлетно-посадочной полосы и сами его укладывали. И на последней карте они выложили надпись ССО «Прометей», «Альтаир», УИИ и УМС «Главка» еще выложили. Ну, принимающая организация была, Управление механизации строительства. Вот, и около этой полосы сфотографировались. И о качестве как раз работы говорит то, что полоса, которая была рассчитана на прием самолета Ан-24, этого маленького двухмоторного самолетика, она выдержала спустя столько лет, это в 1977 году полосу ребята построили, спустя столько лет она выдержала посадку такой махины, как Ту-154. Это говорит о том, что ребята работали на совесть. Конечно, вот смотритель полосы Сотников, который он сделал свое дело, он не отдал ее там ни под какой склад, но это были его служебные обязанности. В то время он просто их честно выполнял, за что ему огромное спасибо. Вот. Но ребята в 1977 году тоже честно работали. Это здорово. И нет такого объекта, вот, в котором крупного, любой возьми, газопровод «Сияние Севера», Печорская ГРЭС, Сыктывкарский ЛПК, с нуля города Усинск и Вуктыл, железная дорога Троицко-Печорск-Сосногорск, Жешерский фанерный комбинат. Можно перечислять и перечислять. Во всех этих объектах, в строительстве этих объектов принимали участие студенческие строительные отряды.